Доброе утро всем тем, кто с чашечкой ароматного чая встречает это утро, смотря по телеканалу «Якутия-24» самую утреннюю, самую семейную программу «Утро Якутии». На календаре 4 февраля, день недели, вторник. Меня зовут Павел Танин, и вместе с командой нашей программы мы вновь подготовили много всего интересного. А в течение почти что часа будем об этом говорить, рассказывать вам и, конечно же, показывать. Ну, а это все в итоге должно привести к тому, что ваш день должен пройти в хорошем настроении, возможно, с не уходящей улыбкой на лице. И самое главное, конечно, быть продуктивным. Ну, чтобы все это случилось, оставайтесь с нами на протяжении всего озвученного ранее времени, и обязательно все исполнится. По традиции наш эфир мы начинаем с информации о погоде, но сегодня начнем с новости, которая как минимум наших коллег согреет в это морозное утро. Сразу два телепроекта нашего телеканала удостоились профессиональных наград национальной премии «Страна». В номинации «Большая сцена» лучшие жюри признали проект «Музыкальный вечер», а программа «Испытана на себе» получила специальный приз в номинации «Открытие. Наша марка». Церемония награждения прошла этой ночью по якутскому времени в Москве, в концертном зале «Градский холл». Вручая премии директору телеканала Мариане Тарасовой, члены жюри отметили уникальность и актуальность работ наших коллег. В выпуске «Испытано на себе» наш коллега Руслан Ачиров тестирует разные виды одежды при температуре минус 50. Это традиционная национальная одежда, меховая, специализированная охотничья и обычная современная зимняя. Ну а в проекте «Музыкальный вечер» выступили артисты и студенты Якутского колледжа культуры и искусств с номерами на патриотическую тематику. Мы, конечно же, всех наших коллег поздравляем с высокой профессиональной премией. Ну и вас призываем тоже к этим поздравлениям хотя бы где-то в душе, в сердце присоединиться. Ну а прямо сейчас, конечно же, уже поговорим о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 39 до минус 25, в заречной группе от минус 43 до минус 29, в южных 33-22 со знаком минус. В Вилюйской группе 25-22 градуса мороза, в Нижнеленских минус 36, минус 32, в западных минус 26, минус 19, в Колымо-Индигирской группе Улусов 52-35 со знаком минус. В Янских 42-26 градуса мороза, на северо-западе минус 32, минус 17. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 37 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, температура воздуха днем остановится на отметках минус 26, минус 28 градусов. Новый искусственный интеллект DeepSeek удивил всех не столько своими возможностями, сколько впечатляющей доступностью. Именно он показал, что эффективно работающая нейросеть может быть бесплатной. В результате западные IT-гиганты внезапно столкнулись с серьезным конкурентом. Сегодня в рубрике «Свежая голова» мы поговорим подробнее на эту тему. У нас на связи по телефону Сергей Степанов, кандидат физико-математических наук, руководитель молодежной лаборатории вычислительной технологии и искусственного интеллекта Северо-Восточного федерального университета. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно интересная современная тема, прям олицетворяющая, наверное, 21 век, век цифровых технологий. 27 января буквально, да, китайская нейросеть DeepSeek вышла на первое место в рейтинге самых популярных бесплатных приложений, опередив чат-бота ChatGPT, да, всем так известного. Ну и другие, соответственно, тоже остались немножко позади. С чем связан успех DeepSeek? Ага, ну вот, все правильно вы говорите. Сейчас везде обсуждается, неожиданный успех, да, вот дешевой китайской модели DeepSeek, который по некоторым метрикам лучше, чем модель от OpenAI, которую вы только что сказали. Все знают его как ChatGPT. Вот. С появлением ChatGPT в 2022 году началась гонка по искусственному интеллекту, можно так сказать. И, как вы говорите, в последнее время американские компании потеряли уйму денег. И можно поднять такой вопрос, почему такой ажиотаж вокруг этой модели DeepSeek. И что стало главным фактором всего этого? Во-первых, по стоимости обучения моделей, или доступность для обычного пользователя. Тут поражает сам факт, что обучить модель
существенно меньшие деньги и получить сравнимые или даже лучшие результаты, чем дорогие модели типа ChatGPT. Еще DeepSeek дает нам надежду для обычных людей, что не все определяются только железом. То есть до этого мы думали, что у кого больше ресурсов, то они выиграют. А тут DeepSeek показывает, что можно что-то сделать, в отличие от меньшие ресурсы. Можно сказать, что это ведет к демократизации искусственного интеллекта. Это не только делает технологии доступнее для стартапов или маленьких научных групп с ограниченным бюджетом, но и меняет саму философию развития искусственного интеллекта, можно так сказать. И теперь даже небольшие команды, я считаю, могут конкурировать с гигантами. Как-то если подходить к задаче нестандартно, как китайцы, да. О чем именно лучше DeepSeek? Или что значит одна модель лучше другой? Обычно для таких сравнений используются более серьезные наборы бенчмарков. Бенчмарки — это как экзаменационные вопросы для людей. В этот раз это бенчмарк только для искусственного интеллекта. По итогам мы получаем какой-то лидерборд, который показывает, одна модель происходит другую. Типа такого. Тут важно понимать, что модель может знать ответы, да? Почему? Потому что они обучаются на многих тестах, и банально могут запомнить. Само по себе запоминание это неплохо, но честное тестирование становится сложнее. И из этого есть и закрытые бенчмарки, и открытые бенчмарки. Везде могут использоваться такие разные бенчмарки. В данном случае мы не можем говорить, что DeepSeek намного лучше, чем ChatGPT от OpenAI. Где-то он лучше, где-то он проигрывает. Но что можно сказать в конце про DeepSeek? Он, конечно, дает такое преимущество перед другими закрытыми моделями о том, что человек может позволить себе сделать такую нейросеть с малыми вычислительными ресурсами и малыми деньгами. То есть все в целом свелось к тому, что показала именно доступность. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Вам отличного дня и еще раз доброго утра. Спасибо. А мы далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Более 4000 операций различной сложности провели специалисты Якутского республиканского онкологического диспансера за год его работы. Онкоцентр располагает новейшим медицинским оборудованием, каким могут похвастаться далеко не все медицинские организации на Дальнем Востоке. За год работы значительно увеличилось количество обследований и койко-мест в центре. Кроме того, на базе центра проходит обучение студенты, которые выбрали в качестве профессионального интереса онкологию. Благодаря средствам коммуникации студенты в режиме онлайн могут наблюдать за работой хирургов-онкологов. Самое главное то, что технологическое оснащение нашего онкодиспансера позволяет здесь проводить уже операции любой сложности. Причем, как показывают цифры, уже на уровне
самых лучших российских и мировых стандартов. И я рад, что мы программу по подготовке кадров для онкодиспансера начали загодя. Уже с 2019 года люди готовились. И вот сегодня глаза радуются, видя, как уже те ребята, которые только закончили ординатуру, сегодня уже оперируют, сегодня уже лечат наших людей. В Якутии более 13 тысяч детей, 345 беременных женщин получили почти 140 миллионов рублей в рамках единого пособия. Социальный фонд России напоминает о новых правилах с 1 января. Доход на каждого члена семьи должен быть не менее 4. МРОД в год – это 89 760 рублей. Но есть исключения для безработных по уважительной причине из семей военнослужащих. Также при комплексной оценке не будет учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам семей погибших или раненых бойцов. Вот уже на протяжении 11 лет якутские ученые изучают влияние глобального потепления на хрупкие и уникальные экосистемы тундры и Арктики. Этим занимается лаборатория по изучению экологического состояния Арктики «Биом» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Научные сотрудники совместно с коллегами из российских и зарубежных университетов выявляют экологические и климатические изменения путем изучения биологических и геологических индикаторов из донных отложений озер и многолетней мерзлоты. Мы изучаем комплексно, то есть изучая не только, допустим, диатомовые комплексы, но и зоопланктон, зообентось. Притом мы сейчас уже направление, современные методы развиваются очень быстро, например, ДНК растений, пыльцы и так далее. Да. Вот это вот очень хорошие эффекты дает. Вот. В этом заключается именно вот уникальность нашей лаборатории. Получить охотничий билет теперь можно онлайн. С 1 января этого года в России охотничьи билеты выдаются в электронном виде через госуслуги, сообщает Минэкологии Якутии. По желанию можно получить и бумажную версию. Хорошая новость и для молодых охотников. С 1 сентября снизится возрастной порог для получения охотничьего билета. Он будет доступен с 16 лет вместо 18 лет по действующим правилам. Спасибо нашим коллегам. Ну а самое главное действие с утра, которое должен сделать любой человек, это, конечно же, взбодрить себя и настроиться на новый день. Для этого существует множество рутинных, но важных процедур. Естественно, утренний туалет, завтрак и, конечно же, утренняя гимнастика. Этот этап любят не все, но он очень важен, ведь в современном мире, в условиях малоактивного образа жизни, короткий комплекс упражнений не только поможет взбодрить себя, но и благоприятно повлияет на самочувствие и состояние здоровья. А сделать эти упражнения очень легко, справиться с ними даже ребенок, поэтому зовите к экранам всю свою семью, и наш инструктор проведет для вас полезную, активную и динамичную утреннюю зарядку. Доброе утро! Пришло время для нашей утренней гимнастики. Поехали! Начинаем с разогрева. Поехали! Шаг, 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 шаг. Еще. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Бабочка. Раскрылись, закрылись, раскрылись, закрылись. Приставной шаг. Слегка согнули колено. Еще. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, выдох, выдох. Выдох. Сейчас мы будем переходить на протяжку. Готовы? 3, 2, 1. Поехали. Ручки вперед. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Закончили. 3, 2, 1. Поехали. Перекаты. Выдох. 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 Еще. Дышим. Тянем ручки вверх. Плечо прожимаем вниз. Выдох. 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 Продолжаем. 3, 2,
1. Закончили. Центр. Наклон. Тянемся. Колено прямое. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Еще. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Стоим. Удержание. 3, 2, 1. Подъем. Собрали ножки. Хорошо. И будем работать на мышцы брюшного пресса. Выдох. Выдох. Смена. Выдох. 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 Смена. Выдох. Округляем спинку, сокращаем мышцы брюшного пресса. Выдох. Еще. Продолжаем. Дышим. Выдох. Выдох. Еще. Еще. Выдох. Выдох. Продолжаем. Хороший темп. Выдох. Выдох. 3, 2, 1. Крайний. Ножки широко. Вдох и выдох. Поехали. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Завершаем. Вдох. Выдох. Мы всем желаем отличного дня и хорошего настроения. До новых встреч! Закончили упражнения, и если вы делали их вместе с нами, то, наверное, почувствовали, что даже настроение у вас улучшилось. Для позитивного настроя, кстати, сегодня есть еще один повод. Каждый год 4 февраля в разных странах мира отмечают один из самых оригинальных и приятных праздников. Это День хорошего настроения. К концу зимы очень сложно противостоять унынию и хандре, поэтому этот праздник станет хорошим поводом прогнать от себя грустные мысли и провести время с любимыми и родными. Чтобы 4 февраля запомнилось надолго, можно заняться любимым делом, которое принесет максимум удовольствия. Также этот день можно посвятить занятию, до которого до этого не доходили руки. А еще, чтобы поднять настроение себе и близким людям, которые всегда оказываются рядом в трудную минуту, можно отправить им сообщение с искренними словами благодарности. Им будет приятно осознать, что помощь не осталась незамеченной. Ну а о других памятных событиях сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 4 февраля. Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Международный день человеческого братства. По народному календарю Тимофеев день, Тимофей полузимник. Свое народное прозвище он получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – Тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жесткие вьюги и метели. Этот день в истории. В 1722 году в этот день Петр I своим указом утвердил табель о рангах. В 1857 году научной общественности впервые представили неандертальца. В 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. В 1961 году в этот день началась освободительная война в Анголе. В 1976 году открылись 12-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. В этот день родились Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе. Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза. Яков Протазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа. Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор. Игорь Кваша, советский российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анастасия, Гаврил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков.
Ну а во Всемирный день борьбы против рака мы вновь напоминаем, что онкологические заболевания – это не приговор, а вот своевременная диагностика может вообще спасти жизнь. Ежегодно миллионы людей по всему миру побеждают болезнь благодаря раннему выявлению и современным методам лечения. Но как не упустить драгоценное время и проверить свое здоровье? Оказывается, многие виды онкоскрининга доступны каждому россиянину бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Какие обследования можно пройти по полису ОМС, кому они рекомендованы и как записаться? Смотрите в следующем сюжете. Доброе утро, друзья! Онкология, рак – это слова, которые пугают, но еще страшнее остаться наедине со своими страхами. Сегодня мы расскажем, почему не стоит доверять диагнозам из интернета и как вовремя защитить себя. Один неосторожный поиск в сети, и кажется, что обычная усталость превращается в приговор. Но помните, симптомы, которые вы видите в интернете, могут быть обманчивы. Они часто совпадают с десятками других заболеваний или вовсе не связаны с онкологией. Самый верный способ – это обратиться к специалистам. Начать можно на сайте onkopoisk.saha.rf. В нашей республике в 2020 году реализована программа, называется она «Онкопоиск Саха.рф». Доступна авторизация, регистрируется, вводит свои данные, и в зависимости от возраста человеку предлагается пройти анкетирование. Также зависит от пола, мужского, женского. Мужчинам доступны 4 анкеты в соответствии с локализациями, да? У женщин 5 анкет. И простой опросник по каждой локализации, отвечают на простые вопросы, и тут же в системе после окончания анкеты, вопросов там немного, где-то 10-11, не более, да, по окончанию анкеты выходит человеку, попадает он в группу риска или не попадает. Если риск показывает 0, просто рекомендуется наблюдение и профилактические обследования в рамках своего возраста и по диспансеризации. Если пациент попадает в группу риска, тут же можно записаться на обследование в условиях онкодиспансера. По каждой локализации предусмотрен свой перечень, скажем, исследований. Это анализы и диагностические исследования. И записывается в определенное время, в удобное время в условиях онкодиспансера. И эта программа у нас была реализована с 2020 года, сейчас уже работает уже 4-й год. Мы на основании этой программы открыли в республике кабинеты онкоскрининга. Понятно, что не все люди могут пройти онлайн-анкетирование, да? В медицинских организациях первичного звена многих больниц работают кабинеты, и там эту анкету помогает заполнять в бумажном варианте медицинский работник. И затем также по такой же системе идет обработка анкеты, и в случае попадания в диагностический риск по зеленому коридору предлагается обследование. С момента внедрения этой программы у нас прошли анкетирование более 25 тысяч человек, заполнено около 30 тысяч анкет, 1100 человек по результатам предварительного, скажем, анкетирования и предварительных исследований прошли углубленное обследование в онкодиспансере. То есть сперва делается такое базовое обследование. Если там есть патология, мы уже берем на себя и предлагаем углубленное обследование в зависимости от локализации. И вот из этого количества углубленного обследования 1100 человек выявлено более 50 человек с раком, то есть со злокачественной опухолью, причем где-то 60% это первая и вторая стадия заболевания. Чем раньше выявлена такая сложнейшая патология, тем больше шансов. Сейчас медицина очень сильно быстро развивается. У нас есть все возможности по многим локализациям, практически по всем. Очень редкие локализации, которые сложно поддаются лечению, не только у нас, а и во всем мире, и на которые малоэффективных способов. Большинство опухолей, выявленных первой и второй стадии, очень успешно лечатся.
И пациенты живут, не просто живут, они живут качественно, работают и продолжают активную жизнь. Ну, как уже было сказано, сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с онкологией. Вместе с тем сегодня отмечают и профессиональный праздник те, кто свою жизнь посвятил этой борьбе. Это непосредственно онкологи. Сегодня у нас в гостях Иван Бодунов, врач-онколог, хирург отделения торакальной хирургии Якутского республиканского онкологического диспансера. Ну, поговорим с ним как раз о современных методах и диагностики, и значении, и о том, как важно вообще проходить регулярные обследования. Иван, доброе утро. Ну, в первую очередь, с праздником профессионального вас. Спасибо. Ну и поговорим, естественно, о, казалось бы, звучит страшно всегда онкология, но мы вот сейчас сюжет видели, за счет ранней диагностики в том числе уже не такое страшное это явление, в принципе, и становится. Какие сегодня основные факторы риска есть, которые провоцируют, способствуют развитию онкологических заболеваний у людей? Ну, это общеизвестные факторы риска. Это курение, табакокурение, алкоголь, адинамия, избыточный вес, внешние факторы, допустим, это облучение, на производстве, допустим, вредные факторы, асбест тот же самый. И все мы их знаем и можем как бы немного их нивелировать и убрать. Допустим, это же все в силах человека. Если табакокурение, можно убрать, бросить курить, да, алкоголь, заняться спортом. Ну и, в принципе, так все по остальным. Ну вот при этом, причины, способствующие как бы год от года, веками, наверное, скажем так, не меняются, но при этом меняется подход к лечению, подход, самое главное, к диагностике. Как вообще, какие сегодня современные методы, в первую очередь, определения онкологии? Второе, конечно же, изменились ли как-то подход к лечению? Да, конечно, очень кардинально все изменилось. Вот благодаря НАЦ-проекту в нашем онкодиспансере, допустим, возможно пройти онкоскрининг. Раз. Плюс на местах в поликлиниках это медосмотр, профосмотр, это обследование, начиная с общего анализа крови, кровь на скрытый кал на скрытую кровь, эндоскопия, ФГДС, УЗИ. То есть очень много методов исследований, которые могут выявить на ранней стадии рак. А это, в свою очередь, дает возможность сделать операцию своевременно и сохранить даже человеку орган и малоинвазивно удалить, допустим, раковую опухоль, что дает в последующем очень хорошие результаты. Ну вот я еще раз подчеркну, что опять же мы говорим про то, что на ранних стадиях, если что-то определить, а чтобы что-то определить на ранней стадии, нужно, естественно, проходить диагностику. Но тут другой вопрос у нас все-таки в общественном сознании. Вот мы начинаем говорить, можно прийти и пройти онкоскрининг, диспансеризации различные. Но в нашем общественном сознании, даже вот по себе судя, у нас до сих пор остается, что если ты идешь куда-то в медицинское учреждение что-то пройти, ты там пропадешь, в смысле, долго, много времени потеряешь, то есть там день, два, три может занять. Но сегодня это же все делается буквально, ты пришел и максимум день можно потратить. Да, совершенно верно. Сейчас, допустим, в день борьбы с онкологией у нас, допустим, запускается акция «День открытых дверей», который будет проходить на Феликса Кона. Там за один день можно получить консультацию онколога, также пройти всеобъемлющее обследование для как раз выявления и дальнейшей. Это в течение этой недели? С 3 по 8 февраля, вот получается. В течение этой недели, пожалуйста, приходите. Феликса Кона, 1-3. Перейдем уже к смене практического, на такое разговорное. Любые вещи, болезни, не болезни, науки, не науки, они имеют свои какие-то мифы. Как много вообще мифов встречаете чаще всего? Может быть, пациенты к вам приходят, что-то говорят, а я вот слышал то-то, то-то. Как часто с мифами встречаетесь в онкологии и как часто их развенчиваете? Мифы бывают разные, конечно. Один из самых распространенных, то, что после химиотерапии выпадают волосы и больше не растут. Очень распространенный миф. Отрастают, они даже меняют свою структуру, становятся вьющимися. И плюс к тому сейчас имеются другие виды терапии, которые вообще проходят без выпадения волос. Один из самых таких распространенных мифов. Либо лучевая терапия делает человека радиоактивным.
тоже. Вспоминается почему-то название одного мультсериала в переводе одного переводчика, говоря про радиоактивных людей. И вот тоже вопрос такой, да, вообще за последние годы онкологическая служба российская, да, она насколько шагнула вперед, шагнула ли, почему все-таки, да, как будто бы люди до сих пор предпочитают пытаться ехать лечиться куда-то за границу. Ну, может быть, есть какие-то места, где мы еще уступаем, конечно же, но в целом. Ну, да, конечно же, мы, может быть, в мировом уровне, в каких-то определенных, как сказать, зонах, областях лечения, может быть, уступаем, но за последние года как бы медицина нашей страны шагнула вперед. Это связано и с научно-техническим сейчас развитием, да, компьютеризацией, цифровизацией, плюс как бы медицинское сообщество, оно не стоит на месте, оно учится. Конгрессы, съезды всероссийские, всемирные существуют, где мы ездим, обучаемся, перенимаем. То есть, как бы, есть куда стремиться, но и у нас есть уже достигнутые какие-то определенные. А есть у вас, интересно, случаи, когда, наоборот, к нам в Россию приезжают лечить онкологию? Ну, может быть, слышали где-то, тем более в сообществе, я думаю, общаетесь всегда. По поводу лечения не слышал, но к нам ездит уже учиться. Даже да, так? да. Мне кажется, главнее, потому что перенимать опыт важнее, да, все-таки потом развивается онкологическая служба, естественно, в других странах на базе нашей. И завершая беседу, естественно, опять же говоря про ваш профессиональный праздник, я думаю, ну, в двух словах поздравить и ваших коллег, в том числе, есть возможность. Вот прямо в эту камеру. Ага. Так, в связи с праздником хочу поздравить своих коллег, соратников, друзей с праздником, который бок о бок мы каждый день помогаем людям. Как бы хочу пожелать крепости духа, человеколюбия, терпения, и все будет хорошо. Ну, а мы, в свою очередь, вам за вашу работу спасибо хотим сказать. Ну и напомнить еще раз зрителям, что следите за своим здоровьем, и все будет хорошо. Главное, предупредить, чем потом лечить. Иван, спасибо вам большое, хорошего вам дня. Ну, а помимо онкологии, здоровью человека угрожают и другие заболевания. Они могут быть не такими серьезными, но как минимум могут, конечно, доставлять дискомфорт или вызвать осложнения. Для поддержки своего иммунитета и здоровья очень важно, чтобы в вашем рационе присутствовали все необходимые микроэлементы. Многие из них содержатся в овощах, но в наших северных условиях, особенно зимой, хороших овощей трудно найти. И тут можно вспомнить крылатое выражение: «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Почему бы не вырастить овощи самому? До огородного сезона еще далеко, но готовиться к нему уже пора начинать. И сегодня в рубрике «Сад-огород» расскажем о тонкостях выращивания рассады у себя в квартире. Доброе утро, дорогие телезрители! Сейчас вы можете посеять овощи на подоконнике. Да, вы не ослышались. Есть такие семена овощей, очень миниатюрных, которые вы можете посеять, посадить на подоконнике, на балконе и уже их кушать через пару месяцев. Это у нас может быть вот такой красивый перец, томат, есть даже огурцы, вот такая мята и розмарин. И представьте, вот на подоконнике у вас растут комнатные растения, и среди них, например, вот такой красивый перец кустарниковый мексиканец. И, конечно же, среди зелени это будет смотреться очень красиво. Поэтому экспериментируйте, сажайте вот такие семена овощей. И сейчас я вам покажу агротехнику выращивания таких овощей. Ну вот, посмотрите, какие перцы и помидоры у нас растут в торфяных таблетках. Чтобы им не было очень сухо, мы добавили под торфяными таблетками вермикулит. И таким образом эти таблетки очень влажные и сохраняют вот все свои микроэлементы и не высыхают. Чтобы рассада была здоровой, мы обязательно рассаду ставим в
под такой фитолампой полноспектральной. Здесь 70 ватт, что заменяет, например, солнце Краснодарского края. И поэтому у нас не сильно вытягиваются овощи, корневая очень хорошо растет, и поэтому у нас овощи только радуются. Так что смело сажайте овощи на подоконнике и радуйте своих близких натуральными витаминами. Но вообще зелень дома, особенно домашние цветы, очень сильно добавляют чувство уюта. Но главная составляющая уюта все же гармоничные отношения внутри семьи. Ведь семья – это не только совместные выходы в люди или совместное времяпровождение. Семья – это и забота о доме, в котором живет эта семья. И, возможно, это самое главное. И чтобы семейная идиллия не разбилась, об эту ответственность, домашние обязанности необходимо равномерно распределять между всеми домочадцами. Как это сделать, расскажем далее. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим с вами о том, как же распределять домашние обязанности. Чаще всего в детском возрасте, до 5 лет, ребенок уже старается помогать маме. То есть вытереть стол, что-то сделать, но если есть еще, допустим, дети или еще какие-то обязанности, то мама обычно говорит: так, подожди, я сейчас быстренько сама все сделаю, да? И это проще, это действительно проще, чем ребенок будет все разливать, проливать и так далее. Но уделив время ребенку для того, чтобы научить его, например, то же самое вытирать со стола, да? Ребенок таким образом будет понимать то, что он значим, у него есть место в доме, у него есть свои обязанности, то есть он приносит какую-то пользу. И это, согласитесь, очень приятно для ребенка. В дальнейшем, по мере роста ребенка, конечно, обязанности, они добавляются. Что делать с малышами, да? И вообще, обычно родители как говорят: убирайтесь дома. И, согласитесь, никто не хочет идти и убираться дома. Чаще всего, как мы поступаем, да, то есть я начинаю убираться, и потихоньку дети начинают привлекаться тоже. Начинают убирать у себя игрушки, начинают перекладывать какие-то вещи. Они же быстрые, поэтому я их прошу быстренько сбегать, прибежать, принести и так далее. И дети с удовольствием включаются в эту игру. В такой более игровой, легкой форме. Ни в коем случае не надо кричать и заставлять ребенка делать то, чего он не хочет. Бывает такое, что ребенок действительно устал, и он не хочет просто сейчас что-либо делать, да? Тут, конечно, нужно будет уже поговорить. Например, если это мытье посуды вечером, то у каждого есть, например, график дежурств и день, когда ребенок моет посуду, а когда он вполне свободен и может заняться своими какими-то делами. Таким образом, маленькими шагами, своим трудом и терпением у вас получится приучить ребенка к тому, что домашние обязанности – это не такая страшная рутина и обуза, да, а что это может быть очень даже легким и веселым времяпрепровождением. И, дорогие родители, конечно же, помните, что мы учим детей своим собственным примером. Домашние дела распределили, теперь уже можно поговорить и о собственном времяпровождении. Чтение детям перед сном хоть и не утренний ритуал, но очень важный. Оно помогает детям развивать воображение, повышать словарный запас, это способствует их когнитивному развитию. Этот ритуал также создает уютную атмосферу, говоря опять же про уют, укрепляет эмоциональную связь между родителем и ребенком. Кроме того, спокойное чтение помогает расслабиться, способствуя лучшему сну. Берите на заметку, а мы узнаем об одном из произведений, которые можно почитать ребенку на ночь. Доброе утро! Я хочу вам рассказать о книге «Конек-горбунок». Написал его Петр Ершов в 1837 году, когда ему было 18 лет. Конек-горбунок – волшебный конь, который помогает главному герою Ивану. Прочитав эту книгу, я понял, что любое дело под силу, когда рядом верный и надежный друг. Он умный и сообразительный и может найти выход из любой ситуации. Он поможет своему хозяину в трудную минуту. Сказка также рассказывает о том, как надо быть добрым и отзывчивым с людьми и животными. Так это приведет к успеху и счастью. Мне книга очень понравилась, советую всем прочитать. Еще одним важным моментом воспитания детей является знакомство с историей страны. Им важно доносить важность тех или иных исторических событий и на примере участников этих событий рассказывать, например, о пользе тех или иных человеческих качеств.
Годовщину одного из таких событий отмечали на прошлой неделе — завершение блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В годовщину снятия блокады в Якутске прошла акция, посвященная этому событию. О том, как она прошла, расскажет наша юная коллега Кристина Катаконова. Этот кусочек хлеба весом всего 125 грамм стал для многих жителей осажденного города настоящим спасением. Он был изготовлен из ржаной муки, жмыха, отрубей и даже целлюлозы. Но именно он поддерживал жизнь в тяжелые дни блокады. Во время блокады хлеб делали из того, что могли найти. Добавляли в муку измельченные остатки растений, хвойные иголки и даже масло для машин вместо обычного масла. Потому что другого просто не осталось. Сейчас участники акции «Волонтеры Победы» раздают специальный хлеб весом 125 граммов. Брошюры, где рассказывается об этих трудных временах. Нужно сохранять историческую память и что нужно бороться с фальсификацией истории, которая, к сожалению, в данное время сейчас в мире происходит. Вы знаете рецепт блокадного хлеба? Если говорить исторический рецепт блокадного хлеба, то, конечно же, представить трудно, что в те страшные годы питались вот таким вот хлебом, который, на самом деле, по медицинским показаниям есть практически невозможно. Но у людей не было выбора, и они, получается, вот в день ели только вот 125 грамм хлеба, вот такую норму. 27 января 1944 года Ленинград наконец-то освободили от врагов. Целые 872 дня люди в этом городе жили в очень тяжелых условиях. Им приходилось терпеть голод, холод и болезни. Но они не сдавались и продолжали бороться. Победа в той страшной войне далась огромной ценой. Интересно, что современные жители города знают об этих событиях? Знаете ли вы, какой сегодня день? День освобождения Ленинграда. День освобождения Ленинграда. Наше поколение помнит. Ну, это память, дань уважения падшим и победителям. Как минимум, как урок истории, чтобы не забывать, что может произойти. Ну, и как мне нужно делать, например. Несмотря на тяжелое время, город продолжал жить. Люди в осажденном Ленинграде работали, чтобы помочь нашей армии победить. Они делали снаряды, чинили танки и пушки. Скоро мы отметим 80-летие победы в той Великой войне. Наши герои сделали все возможное ради нашего будущего. Кристина Катаконова, Семен Семенов, Якутск. Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. Спрос на IT-услуги в России взлетел более чем в 3 раза, согласно данным Авито услуг. В 2024 году россияне стали на 241% чаще искать специалистов в области информационных технологий по сравнению с 2023 годом. Резко вырос спрос на разработку программного обеспечения, особенно на языках, и созданию чат-ботов. Параллельно растет интерес к IT-образованию. Обучение с нуля стало популярнее на 47%, а продвинутые курсы на 95%. В Авито связывают этот бум с изменениями в экономике, с высоким спросом на IT-специалистов, привлекательными зарплатами и доступностью обучения. В отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных медцентра ежегодно поступает 290 младенцев. С момента открытия в 1999 году в отделении проходят лечение самые маленькие пациенты возрастом от 0 до 28 дней. Медицинские работники наблюдают за здоровьем недоношенных детей с хирургическими патологиями и порогами сердца. Врачи отделения участвуют в работе дистанционного консультативного центра и вылетают в районы Якутии для оказания срочной помощи. Здесь выхаживаются очень маленькие дети с экстремально низкой массой тела. У нас дети 400-граммовые выхаживались. На данный момент эта девочка, ей 7 лет уже этому ребенку. И, в принципе, то есть у нас медицина не стоит на месте, развивается, и мы выхаживаем уже таких малышей.
В Якутске с февраля стартовала весенняя санитарная очистка. За январь в городской полигон завезено более 52 тысяч кубометров снега, сообщили 3 февраля на общегородской планерке. В феврале-марте в столице запланирована уборка снега и наледи с улиц, общественных пространств, а также очистка крыш и вывоз мерзлых бытовых отходов с санитарных точек неблагоустроенного жилфонда. На апрель-май пропарка лотков, запуск насосных станций, субботники, противопаводковые мероприятия, откачка талых и ливневых вод с заниженных мест. Достижения в области науки за прошедший год обсудили на традиционной пресс-конференции, посвященной празднованию Дня российской науки. 2024 год стал значимым для научного сообщества. Ровно 300 лет исполнилось Российской академии наук, а в Новосибирске изобрели лекарства против онкологии. Якутия тоже может похвастаться достижениями в области науки. Так, якутский ученый стал победителем конкурса РАН с проектом, направленным на популяризацию нейротехнологий и искусственного интеллекта в сфере образования. Значение огромное, потому что как только образовалась Российская академия наук, президиум Академии наук, конечно, направил свои взоры на нашу территорию, потому что территория наша уникальная, очень богатая минерально-сырьевыми ресурсами, богата талантами, богата населением талантливым, который может и умеет все. К этому часу это вся информация. До встречи в следующих эфирах. Мы продолжаем. Это «Утро Якутии». Встречаем день 4 февраля. Через несколько минут ожидаем в нашей студии гостя, с которым поговорим на тему здоровья зубов, точнее о том, что делать, если зуб уже не спасти. А пока продолжаем утренние сборы. И, вероятно, самое время задуматься о том, в чем сегодня выйти из дома. Вероятно, у многих на работе присутствует дресс-код, обязывающий облачаться в классический костюм. Если вы из числа таких людей, то для вас моя коллега Вероника Тамтосова расскажет о правилах ношения классических костюмов. Всем доброго утра, хорошего настроения. Сегодня поговорим о том, как правильно носить классический костюм. Ну, это не совсем классический костюм, это достаточно светлый костюм, более летний вариант. Вообще костюмы предпочитаются темных тонов, однотонные для работы. Ну, можно, в принципе, привести пример. Застегиваем мы по правилам этикета все пуговицы, кроме последней. Здесь у нас однобортный костюм. Его с жилетом можно носить в расстегнутом виде, если, конечно, это не официальное мероприятие. Также расстегиваем все пуговицы, если мы хотим куда-то присесть, тоже допускается. А в классическом варианте обязательно нужен галстук. Галстук должен быть, получается, темнее у нас сорочки и подходить под цвет костюма. Я думаю, что вот серый был бы очень уместен. Но так как речь идет о жилете, если это все-таки более неформальная обстановка, мы не посещаем какое-то официальное мероприятие, можно допустить ношение без галстука, если идет речь о костюме, в котором есть жилет. Если речь идет о том ношении костюма с рубашкой, сорочкой, то сорочка у нас, как правило, выглядывает от 1 до 1,5 сантиметров. Это допустимо. Вот в таком классическом варианте. Она обязательно должна быть светлее костюма. Вот он выглядит так же, как мы видим, что у нас выглядывает сорочка и из подлацкана пиджака. Давайте обратимся к низу костюма. У нас классические брюки. Здесь у нас есть стрелки, они полностью закрывают носки, что также является верным, да? Доходят до ботинок. То есть носки должны быть удлиненные. Помним о том, что никаких ярких, желтых, синих, фиолетовых носков, к сожалению, не допускается, если мы говорим о деловом этикете. Что касается бабочек. Зачастую у нас любят дополнять костюмы бабочками, это является неверным. Бабочки носят только с темными костюмами на официальные мероприятия, либо под смокинги. Все остальное считается неуместным, если говорить о классике. Что про металлические пряжки? У нас у молодого человека имеются часы. В классическом варианте они должны быть, правда, на кожаном ремешке. Здесь у нас более такой современный молодежный вариант, но он тоже допустимо подходит. Здесь у нас зашит кармашек, да, но в него можно было бы дополнить платком, если речь идет о посещении мероприятия. Помните, что никакие ручки, тяжелые предметы мы в карман пиджака, особенно легкого пиджака, не закрепляем. То есть это тоже моветон и недопустимо. Ну, это общие правила, которые должны знать все мужчины. Дорогие друзья, помните, что правила этикета, особенно делового этикета, предназначены для того, чтобы чувствовать себя уверенно в обществе, производить правильное впечатление, ну и помогать нам в достижении наших целей.
Правильно подобранный костюм может подчеркнуть достоинство вашей фигуры и создать впечатление успешного и стильного человека. Но также немаловажным в стильном образе является, конечно же, улыбка. Улыбка – это наша визитная карточка. Она помогает расположить к себе собеседника, создать приятное впечатление и даже сгладить неловкие моменты. Но что делать, если проблемы с зубами мешают вам улыбаться открыто? Именно здесь на помощь приходят современные методы имплантации, которые возвращают не только функциональность, но и эстетику. Сегодня у нас в гостях стоматолог-имплантолог, директор стоматологической клиники Beauty Smile Алексей Сотнич. Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Вообще, что такое, в двух словах, имплантация? Имплантант – это, грубо своими словами, если сказать, это такой металлический саморез. Он в основном сделан из титана, который вживляется в костную ткань и выполняет функции отсутствующего зуба. То есть это вот простыми словами, если сказать. То есть, грубо говоря, на болтике зуб вот так вот. Да, да, если прям очень так если на пальцах показывать. Да, если на пальцах показывать, да, это так и есть. А кому есть ли какое-то вот прям показание к имплантации? И наоборот, противопоказания? Да, вот по поводу показаний. Показания это основные. Это когда у нас полностью отсутствует зуб, то есть мы его удалили, и когда у нас есть необходимость в удалении зуба. Допустим, если зуб болит, и он не жизнеспособен, то есть идет показание на удаление, тогда нужна имплантация. И также, когда бывает, допустим, если зуб у нас сильно криво расположен, то есть если мы давным-давно зуб удалили, соседние зубы переместились, сместились, и эти зубы, допустим, пациент не хочет или невозможно восстановить брекет-системами, то есть выровнять, то тогда в таких случаях такие зубы тоже удаляются, потому что они расположены слишком криво, и на место них ставятся уже ровные, правильные имплантаты. А вообще вот восстановление зубов, да, почему имплант это сегодня лучший способ, наверное, именно восстановления? Есть ли предпосылки, что в будущем что-то может появиться? Да, на данном этапе имплантация, наверное, самый актуальный момент восстановления зубно-челюстной системы. Допустим, если сравнивать с другими альтернативами, это как съемный протез и мостовидная коронка. Съемный протез – это съемный протез. То есть это съемная конструкция, которая никуда не фиксируется. Она может… На самом деле это неудобная штука. То есть вставная челюсть? Да, вставная челюсть, да. А мостовидная конструкция – это когда у нас отсутствует, допустим, например, я скажу, один зуб, у нас есть два соседних зуба. Если два соседних зуба будут живыми, то есть они, допустим, у нас кариесом не покрыты, нерв у этих зубов есть, то при мостовидной конструкции нам необходимо будет эти зубы депульпировать, то есть убить нерв. Грубо говоря, будут зубы мертвые соседние. Это как альтернатива имплантации. То есть не самый лучший вариант, то есть лишаться двух зубов, чтобы поставить еще один. Поэтому есть смысл ставить имплантат, так как сейчас имплантация на довольно-таки высоком уровне, и она продолжает дальше развиваться. Поэтому она проходит максимально комфортно, безболезненно для пациента. Что касается будущего, наверное, будем надеяться, что мы начнем когда-то растить зубы. Отращивать. Да, сейчас, потому что есть предпосылки к этому. То есть где-то в Японии и в Китае выращивают, пытаются выращивать. Но я думаю, что когда-то к этому придем. Когда-то, наверное, все поменяется. Через 100 лет, да, 150. Надеюсь, ближе к нашему веку, надеюсь, да. будет. Но вот говоря про то, что имплантация, в принципе, один из лучших вариантов, но это когда у нас там одного зуба, нет двух зубов. Представим, да, ситуация бывает, да, полное отсутствие зубов. Мы только что сказали, да, что имплант это прям на место каждого зубика вкручивается. И 32 вот так раза вкрутить, наверное, страшно. Да, вот 32, конечно, импланты мы никогда не ставим. Когда у нас полностью отсутствуют все зубы сверху и снизу, это вариант системы, когда у нас мало костной ткани, и мы ставим, такая система называется All on 4, All on 6, то есть все на 4, все на 6, если по-русски. Такая система позволяет поставить импланты при атрофии костной ткани, когда у нас мало костной ткани, допустим, мы зубы удалили, у нас зубами уходит вместе, когда мы удаляем зубы, уходит и костная ткань. И у нас есть на верхней, на нижней челюсти анатомические особенности. Чтобы не травмировать, допустим, снизу нижнечелюстной канал, сверху гайморовую пазуху, ставятся импланты под определенным углом. В наших условиях севера это максимально актуально, потому что чаще всего вот в наших условиях костей очень мало. Поэтому вот система All on 6, она позволяет как раз-таки из максимально такой сложной ситуации получить прям красивую, хорошую улыбку для пациента. То есть пациент ходил практически всю жизнь без зубов, но большую свою часть жизни, и по итогу получает зубы. То есть это прям такая хорошая очень штука. А
А в целом, сколько по времени вот может занять имплантация? Ну, говоря там про один зуб, я думаю, там, ну, с учетом всех обследований, недели 2-3, а если мы говорим про полную челюсть? Здесь, наверное, так. В среднем, допустим, если мы говорим про полное отсутствие зубов или же один зуб, конечно, один зуб восстановить будет проще, ну, иногда быстрее. Но в среднем имплантаты приживаются примерно одинаково. То есть это примерно от 4 до 6 месяцев. Бывает больше, когда у нас слишком много костей отсутствует, тогда бывает еще чуть больше. Но в среднем это примерно так. Что касается и одного зуба имплантата, и что касается полной челюсти, это примерно один срок. Но в нашей клинике мы, когда мы делаем систему Long Fall X, мы всегда пациента отпускаем зубами практически сразу. То есть в течение там, буквально нескольких дней ставятся импланты и делается немедленная нагрузка. То есть это походит с временными коронками пациент уже. Поэтому это уже такой хороший виток развития, когда мы ходим без зуба, а тут получили сразу зубы практически сразу. А вообще, как долго могут прослужить импланты? Тоже вопрос немаловажный, потому что да, родные зубы служат всю жизнь, если за ними следить. Если за ними, да, хорошо следить. Конечно, мы всегда говорим о хорошей профилактике, поэтому оставляйте профилактику на первом месте. Что касается имплантов, средний срок службы примерно от 10 до 20 лет, в зависимости, как мы выполняем рекомендации. И есть основные рекомендации, это хорошая гигиена и посещение стоматолога минимум раз в год, когда мы ставим такие системы. Ну, остальные рекомендации уже зависимы индивидуально от каждого пациента. То есть мы назначаем, говорим, что вот вам в вашем именно случае необходимо сделать то-то, то-то. А так основные рекомендации, это, конечно, гигиена. То есть, в принципе, все равно опять все зависит от... Как и сохранить свои зубы зависит Да, от нас, да, абсолютно точно. Так и сохранить свои импланты. Алексей, спасибо за интересную беседу, потому что все-таки зубное здоровье, мы сегодня много говорим про здоровье, тем более там, онкологии. Зубное здоровье не менее важно, потому что мы едим как минимум. Да, конечно. То, что мы едим, как мы едим, это зависит полностью наше здоровье от этого. Вот, хорошего вам дня, и вам, дорогие зрители, тоже желаем следить за своим здоровьем, следить за своими зубами обязательно, и хорошего вам дня. Завтра вновь встретимся в этой студии.